Ключевые аспекты становления государственности, безопасности, экономики и международного положения Абхазии были затронуты в ходе оживленной дискуссии. С основным докладом выступил ИО председателя Единой Абхазии Алхаз Барзания. Апогеем же грузинско-нацистской политики, подначиваемой из-за далекого океана, стал август 2008 года, когда руководство Грузии совершило роковую ошибку, развязав войну против Южной Осетии. Это был момент истины не только для Цхинвала, но и для Сухума. Было абсолютно очевидно, что сегодняшней целью станет наша Абхазия. В этих условиях решение Российской Федерации ввести войска для принуждения Грузии к миру, а затем признать независимость Абхазии и Южной Осетии, было не спонтанным действием, а единственно адекватным ответом на вызовы, которые годами игнорировались. Известный абхазский музыкант и дирижер Барас Куджба поделился личными воспоминаниями о тех судьбоносных днях. Он отметил, что к этому событию наш народ стремился веками и подчеркнул, что современное поколение должно ценить и защищать это достижение. И действительно, что я помню, что это были бесконечные фейерверки, это бесконечная стрельба, да, в воздух. Да. И, конечно же, не забывая эмоции людей, в первую очередь. Я помню, что хоть я бы не понимал ничего в политике, в том возрасте, да, но я понимал, что это очень важное событие в подкорке, так как было максимально оптимистичная, позитивная, такая радужная история, что люди стремились к этому годами, да, а наши предки веками, потому что построить нашу государственность, чтобы весь мир о нас знал. И, конечно же, роль Российской Федерации в этом вопросе ее невозможно переоценить. Батал Агарба, председатель Ассоциации силовых ведомств Абхазии, проанализировал трансформацию системы безопасности страны. По его словам, после 2008 года сформировалась новая архитектура безопасности республики, а признание суверенитета открыло новое историческое окно возможностей для укрепления обороноспособности. Экономист и финансовый эксперт Алмахсид Осия сделал акцент на вопросах экономического развития. Он констатировал, что Россия сегодня является единственным экономическим партнером Абхазии, но при этом призвал к укреплению экономического суверенитета и уходу от бюджетной зависимости через развитие внутреннего потенциала. С 2008 года, когда произошло данное радостное событие, Российская Федерация начала оказывать поддержку в двух основных аспектах. Первое – это прямые бюджетные дотации, и второе – это инвестиционные программы. С 2008 года Россия стала главным донором и торговым партнером. Она направила в Абхазию более 76 миллиардов рублей в рамках межправительственной программы содействия социально-экономическому развитию. Это цифра, взята из Интерфакса, довольно валидный источник. За это время было восстановлено и построено более 78 объектов социальной инфраструктуры, более 500 километров дорог и 460 километров инженерных сетей. Несмотря на определенный прогресс и развитие, конечно, будем честны, в Абхазии остается огромное количество нерешенных проблем с точки зрения экономики. Во-первых, это основная проблема, как мне кажется, это бюджетная зависимость. Большая часть бюджета формируется за счет российской дотационной помощи, и собственные доходы, они недостаточны для самостоятельного функционирования. Не совсем развито, не совсем то, к чему стремятся многие страны мира, это диверсификация экономики, это то, к чему, как мне кажется, также мы должны стремиться. Промышленное производство, кроме энергетики, переработки сельхозпродукции, развито скорее слабо. Советник президента Республики Абхазия Ахрасмыр обозначил стратегические приоритеты развития страны. Сегодня в борьбе за справедливое мироустройство Абхазия стоит вместе с Россией, сказал он. Эксперт также отметил, что главное богатство Абхазии – это ее народ, и стратегической целью является создать условия, при которых граждане захотят жить, работать и растить детей на своей родине. Мы научились многому, мы выживали в очень сложных условиях, мы наконец-то стали не просто выживать, а уже как бы намечаем пути к развитию и так далее. Но главный урок всего как бы этого времени заключается в том, что наша единственная сила заключается в внутреннем единстве и стратегическом партнерстве с Россией. Это наше, как бы, это то, на чем зиждется наш сегодняшний суверенитет, и нам, как бы, в историческом аспекте
очень большое, очень неоценимое влияние оказывает то, что одна из крупнейших и развитых стран мира, Российская Федерация, оказалась тем самым другом и союзником, которые первыми признали нашу независимость. Мы должны строить сильное и справедливое государство, которое гарантирует каждому своему гражданину возможность беспрепятственно развиваться, созидать семьи, строить свое будущее и так далее. Круглый стол завершился общим консенсусом о непреходящем историческом значении акта признания независимости 2008 года как фундаментальной основы для дальнейшего строительства мирного, процветающего и международно признанного абхазского государства. Айлита Арутюнян, Абхазское телевидение.